Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. День и час, когда ваша жизнь поменяется к лучшему. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а перемен-то будет несколько. Мои хорошие, отсыпка общая. Перемен я вижу несколько. Сейчас я вам все расскажу, объясню, озвучу. Ну а вы уже отталкиваетесь от своей конкретной жизненной ситуации. Давайте начнем с этой женщины. Женщина, у которой дети. 1, 2, 3, может быть даже ситуация, когда женщина показана с ребенком и, допустим, с мужем, да, с мужчиной, который ведет себя так же, как и ребенок. Да, запросто может быть. Сильная женщина на плечах несет очень тяжелый груз, я бы даже сказала, непосильную ношу, и также ведет по дороге жизни своих детей, ну, соответственно, мужчину в придачу. Ну, а кто-то из женщин действительно вот одна все на себе тащит. И мужа никакого и в помине нет. Весь ее скарб – это ее дети, это ее родители, это ее самые близкие, родные люди. Для этой женщины лето, именно лето, серединка лета, самое жаркое, вот жаркие дни лета. Да? Понятно, что все мы разные, живем в разных регионах, кусочках мира. У кого-то летом как зима, да? Люди, которые, например, живут в Австралии, у них зима, когда у нас лето. Есть люди, у которых лето очень короткое, да? Есть такие регионы, когда лето всего лишь 1 месяц длится. Вот самые жаркие дни лета. Здесь идет невероятная перемена в условиях, в положении, особенно что касается материального, плюс еще какая-то помощь. Знаете, как будто бы свыше вам будет оказано. Свыше это от небес, либо от людей, которые занимают высокую должность, да, наделены властью, такие власть имущие люди. Может быть и так, да, одно плюс другое. А может быть конкретно, да, высшие там, дадут шанс, удачку пошлют, женщина выберется из своего тяжкого положения. Либо какие-нибудь чиновники обратят внимание на вашу семью, да, загорятся вам помочь и действительно сделают очень позитивный вклад в вашу жизнь, в то, чтобы вам облегчить вашу долю. Идет именно лето и самые-самые жаркие дни. Вот именно в эти жаркие дни ваша жизнь и ваша судьба ваших близких начнет очень стремительно, резко меняться к лучшему. Мои хорошие женщины, да, на вашу долю выпало просто невероятное количество испытаний и тягостей жизни. Потерпите еще чуть-чуть. Осталось тут буквально всего ничего. Следующий момент, он связан с мужчиной. Я так понимаю, что это ваша мечта, ваше желание для себя, либо для своей родной любимой девочки, будь то дочка, будь то внучка, чтобы появился в жизни достойный мужчина, достойный вашей девочки, либо вас человек. Мужчина такой есть, вот он прям в корне рисунка стоит, фигурка у него такая плотненькая, сбитая, а это говорит о том, что мужчина обладает чудесным характером, покладистым, добрым, отзывчивым, благородным и также хорошим, отменным здоровьем. У мужчины очень интересно сложилась судьба. Возможно, этот мужчина был в браке, возможно, у него и семья,
есть, да, там родители, братья, сестры, и он опекает эту семью. Но явно идет указание на то, что есть ребенок, либо человек, к которому он относится как к ребенку. Ну, допустим, младший родственник, либо, может, под опеку кого-то взял. Он не один в вашей жизни появится, да, не один придет, с кем-то придет, с таким малышом придет. Либо с тем, кого он считает малышом. Это у него по левую руку, а по правую руку мужчина идет со своим скарбом. У женщин это обычно приданое, а вот у мужчин я, к сожалению, не знаю, как называется. Но, наверное, что же есть какое-то слово. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. У него есть определенный уровень достатка. Я не могу сказать, что он там миллионер, мультимиллионер, нет. Но у него явно вот что-то два есть, да? Может быть, это машина и квартира, либо у него там есть квартира и дача. Вот два, и это его скарб, и это, как говорится, его приданное. Вот по правую руку несет, значит, он с вами этим поделится, либо разделит с вами то, чем он обладает. С этим человеком у вас встреча, либо знакомство, может быть, вы уже знакомы, понимаете, о ком я говорю, да? Вы в интернете, например, общаетесь, ну, а кто-то еще не познакомился. Мне вот показано, скорее, как начало лета, да, может быть, первые 2 недели лета. То есть он к вам придет в момент, когда еще, ну вот, там фрукты, овощи не созрели, да, когда идет вот завязывание этих бутонов, не бутонов, а этих как плодов, да. Это еще как цветочки мне показали, цветочки. То есть весна у нас уже заканчивается, лепесточки опадают, да, и завязываются плоды. То есть мне почему-то кажется, что это июнь, хотя может быть и июль. Вот до момента сбора урожая, потому что в момент сбора урожая, это у нас август-сентябрь, у вас уже как предложение идет от этого человека, очень серьезное предложение. Идет два периода, где вы с этим мужчиной вот исходитесь, сближаетесь и уже, конечно же, связываете свою жизнь. Так, еще, ну, здесь какой-то отъезд, переезд, приезд, да, потому что дорога туда, дорога обратно. Возможно, вы хотите откуда-то приехать, откуда-то вернуться, либо откуда-то куда-то поехать. Вас путь пугает, вас дорога сама пугает. Вам, конечно же, хочется этой дороги, и как бы думаете, может быть, даже готовитесь. Вас либо не пускают, либо сейчас такие обстоятельства, когда эту дорогу, этот путь совершить очень сложно и практически невозможно. Значит, мои хорошие, то, что вы хотите, то, что вы задумали, обязательно случится. Но оно случится ближе к концу года. Нет карты, да? Нет карты, нет сопутствующих обстоятельств. Сейчас, несмотря на то, что пути дороги открыты, ну, визуально, грубо говоря, да, то есть транспорт ходит, есть возможность добраться, у вас идет блокада. То есть как только вы пытаетесь сделать шаг, сразу перед вами все дороги схлопываются. То есть вас не пускают. Не пускают вас высшие силы. Эта дорога, она поменяет вашу судьбу, очень конкретно поменяет вашу судьбу и вашу жизнь. Но ее нужно дождаться, то есть она должна созреть для вас. Сейчас это невозможно, либо это вам противопоказано, даже кому-то будет опасно. Высшие мудрые, они не пускают, они не позволяют, они вас держат, да, искусственным образом в том месте, где вы находитесь. Время придет, и вы обязательно в дорогу отправитесь. Мне идет конец года, вот прям самый конец года, либо перед концом года. Понятно, что вы разные. Ориентируйтесь именно вот декабрь, ноябрь-декабрь. Следующий момент. Момент связан с работой. Работа, зарабатывание денег. Вот как будто бы человек мечтает о монете. Может быть, вы хотели бы получить какую-то должность определенную, да, вот мечтаете. Кто-то мечтает, в принципе, устроиться на любую работу, получать зарплату. А кто-то мечтает раскрутить свой бизнес, да, вот поднять свой бизнес. У вас сейчас как-то все медленно идет, либо совершенно вот как замерло на одной точке. И это потому, что вы выбрали какой-то неправильный подход.
неправильно действуете, либо какая-то неправильная очередность действий у вас происходит, либо наоборот вы бездействуете. Там, написали резюме, разослали и сидите ждете. А когда же мне кто-то позвонит, когда же меня пригласят? Либо человек бизнес свой строит с того, что он, допустим, смотрит на других и просто повторяет за другими. Думает, что у других получилось, значит, и у меня получится. Смотрите, мои хорошие, что-то нужно конкретно поменять. Пока вы не поменяете подход, либо действия, которые вы применяете, улучшения не будет. Здесь дата открытая. То есть, если вы ищете работу, недостаточно просто писать свои резюме и отправлять их на рекламы. Возможно, следует поискать знакомых, которые могут вас устроить на работу, замолвить о вас словечко. Возможно, стоит лично наведываться по работодателям, предлагая не только свое резюме, но и свое личное присутствие, чтобы люди на вас посмотрели, не просто там на бумажке что-то про вас написано, а воочию посмотрели на вас, убедились, что вы реально живой человек, нормальный, активный, деятельный, опять же таки деятельный. Если вы приезжаете лично, значит, вы очень заинтересованы в работе. Что касается бизнеса, не надо смотреть на других, не надо равняться на других. Делайте то, что считаете правильным, нужным, и то, что рождается внутри вас. То есть то, к чему вы, ваше умозаключение пришли. Но вы же понимаете, чем вы занимаетесь, и вы понимаете, какого результата хотите добиться. Вот просто посидите и подумайте, как мне выйти в этот результат. Вот те мысли, которые будут у вас рождаться, просто их запишите. Смотрите, здесь какой-то нестандартный подход. Вам суждено добиться успеха, либо вам суждено устроиться на хорошую работу. Но вы должны проявить себя, вы должны проявить свою изобретательность. Понимаете, либо показать, что вы активный, деятельный человек. Смотреть на других, равняться на других. Знаете, это не для вас и не про вас. Да, вы можете добиваться какого-то временного результата, но он будет очень, очень коротковременный. Вам же этого не надо? Нет. Вам нужна стабильность. Поэтому креативьте, сидите, думайте, придумывайте. Поверьте, у вас есть к этому способности. Так, и еще. Для тех людей, которые хотят вырасти по карьере, то же самое. Просто мечтать о карьере, это ни к чему не приведет. Здесь нужно не пахать, а скорее общаться с другими людьми, с коллегами, с руководством, с начальством. Показывайте себя, не стесняйтесь этого. У вас вообще какой-то блок стоит на похвалу. Когда вас хвалят, вы как-то себя очень некомфортно чувствуете и конфузитесь. Но это вообще неправильно. Да, быть скромным – это большой плюс, это благодетель. Но поверьте, вам это очень-очень мешает добиться успеха. Ваши шустрые коллеги легко добиваются успеха, потому что они шустрые, потому что они активные. Знаете, как языком прокладывают себе дорогу вверх, назовем это так. А вы наоборот, вы все знаете, вы все умеете, вы за всех, больше всех работаете, но при этом скромненько сидите где-то там далеко в углу, и на вас люди просто не обращают внимания. Не обращают, да, если вас нету, да, все сразу хватаются, говорят, где она, либо где он, боже мой, у нас тут оврал. Но когда вы на месте присутствуете, все выдыхают, расслабляются, потому что знают, вы будете сидеть, работать за всех, при этом от вас и звука не услышишь. Тоже не очень неправильный, деструктивный подход. Здесь дата вышла открытая. Возможность есть, потому что к вам в карман падает ваша мечта, ваше желание. Но все зависит от вас. Как вы себя будете проявлять, как вы будете действовать. Такой момент есть. И для людей, которые сейчас активно занимаются бизнесом, у вас, смотрите, у вас идет спад и потом очень резкий подъем. Спад у вас вялотекущий, то есть, возможно, сейчас ваши дела как-то пошли вниз, медленно-медленно катятся вниз, вы очень переживаете из-за этого. Вы что-то предпринимаете, но среда, в которой вы работаете, находитесь, она как будто бы прогнила, понимаете, гнилая среда. То есть там нечестная конкуренция, там сговоры, там
какое-то понебратство, кумовство происходит. Вы, работая честно, не зная вот этих теневых схем, вы видите, что результат ваш ухудшается. Вы должны потерпеть. Ну вот здесь показали 4 черточки, 4. То есть это, скорее всего, через 4 недели, либо 4 месяца что-то конкретно резко изменится. Идет какой-то взрыв, прорыв, скандал, разоблачение, как всплеск такой идет, взрыв, всплеск, вулкан. Что-то станет ясным, достоянием общественности. Люди будут про это говорить, про это будут писать. Возможно, будут в новостях, да, про это показывать, говорить. Как вскроется нарыв, да, вот то, что не пускало вас, либо то, что было причиной вашего, ну, такого регресса в бизнесе. Все это раскроется. И после этого там буквально, опять же, да, 4 черточки, да, может быть 4 дня, может быть 4 недели, у вас идет резкий взлет вверх. Да? То, что у вас отбирали, либо где вас там выщемляли, вот, пожалуйста, вы займете свое место, вы займете свой трон. Здесь просто нужно немножко подождать. Никаких действий с вашей стороны, ну, в принципе, это бессмысленно. Если идет теневой сговор, теневые схемы, что вы можете с этим делать? Подождите, оно все вскроется, все это обнаружится со скандалом, все это уляжется. И, пожалуйста, ваш бизнес очень резко пойдет в гору. Кстати, возможно, это информация для ваших мужчин, да, кто занимается бизнесом. Может быть, вы сама бизнес-вумен. Поэтому наберитесь терпения и подождите. Для тех, у кого есть суды, кто, например, разводится через суд, делит детей, делит имущество, и очень много нервов вы тратите, психика очень сильно страдает, очень много переживаний, есть стресс, кто-то прямо в истериках постоянно находится, потому что все несправедливо, потому что все неправильно. Человек, с кем вы судитесь, буквально вот на днях, да, может быть, ну, пару дней, либо пару недель, выйдет к вам с предложением вот просто поговорить, да, что-то обсудить. Я вижу ваше состояние, но песочек говорит, не надо отказывать. Вот постарайся договориться с этим человеком. У вас есть прекрасный шанс договориться с этим человеком полюбовно, да, заключить мировое соглашение. Мои хорошие, человек будет очень положительно в вашу сторону настроен. На него кто-то либо что-то повлияет. Сейчас я вижу, что вы друг на друга злитесь очень сильно, но когда человек выйдет с разговором, что-то в нем поменяется, либо в ней поменяется, смотря кто меня смотрит. Человек будет действительно гореть желанием полюбовно, мирно, тихо все это решить. Обижать вас не будет. Там будет справедливое предложение для вас, ну, как бы это дело ваше. Я хочу вас предупредить, если вы на мирное соглашение не пойдете, то этот судебный процесс, он растянется еще на год. Но там уже результат я, к сожалению, вам не скажу. То есть у вас как бы момент здесь и сейчас все решить, либо еще год бодаться, бороться и тратить нервы. Думайте сами, решайте сами. Я вижу, что для вас это прекрасный шанс сейчас договориться и забыть о всех этих катавасиях и неприятностях. Так, у кого-то, кстати, с жильем какая-то проблема. Жилье, нету жилья, обманули с жильем, в принципе жить негде, да, все может быть. Проблема с жильем. Смотрите, вам кто-то крышу предоставит. Это временно идет ситуация. Может быть месяц, максимум 2. Вы у кого-то поживете. Я не могу сказать, кем приходится вам этот человек. Может быть, вы совершенно еще не знаете этого человека. Либо этот человек вам мало знаком. Но этот человек вам, видите, крышу делает над головой. И этот же человек ищет пути для вас, где бы вам жить, где бы вам раздобыть жилье, либо как вам, ну, например, выйти из этой ситуации. Этого человека вы будете считать своим земным ангелом-хранителем. Вот настолько по-человечески отнесется к вам, настолько дружелюбно, сердечно, благородно,
Кто в людей не верил, вот прям уверуете, да, что есть очень хорошие положительные люди. Содействие, да, временное жилье, потом этот человек вам находит постоянное, либо помогает найти постоянное. Очень благородный человек. К сожалению, не могу сказать, мужчина или женщина, но энергетика любви и заботы, конечно, больше похожа на женскую. Хотя и мужчины такими бывают, и любящими, и заботливыми. Но, тем не менее, временное, потом будет постоянное. Не переживайте за это. Кстати, у вас даже как-то улучшаются условия вашей жизни, комфортность повышается. Это хорошо, это приятно. Так, здесь у меня вернется мужчина. Мужчина, о котором вы переживаете, льете слезы, за кого сердце неспокойно. Мужчины сейчас нет рядом с вами. Может быть, он где-то на задании, в командировке, в каком-то отъезде, по каким-то важным делам. Вы как-то крайне редко с ним общаетесь и прям боитесь за него, действительно боитесь. Неспокойно, вообще неспокойно. Кто-то из девчонок прям и спать не может. Может быть, это ваш мужчина, может быть, сын, у кого-то там брат, отец. Да, любите вы этого мужчину очень сильно, и за него переживаете. Здесь мне показали две цифры, 21 и 21. То есть 21 число, в 21 час, скорее всего, мужчина вернется. Либо 21-го вы получите весточку, что он возвращается, и 21-го, например, следующего месяца мужчина вернется. Его удача к вам назад возвращает. Он действительно какой-то фартовый. Может быть, он об этом всегда говорил, да, вам говорил, хвастался. Может быть, у него есть какой-то амулетик, либо какой-то брелочек, там где-то цифра есть. Вот его удача назад возвращает. Назад. То есть 21 числа и 21 час, либо через 21 день, так тоже может быть. Вернется, и все будет хорошо. Так, еще. Здесь кто-то болеет, вы болеете, либо кто-то из ваших близких, возможно, болеет. Какое-то обследование будет человек проходить. Обследование. Либо, знаете, как человек обращается по одной причине, находит что-то другое, более, например, там сложное, как случайность идет. То есть, возможно, вы пойдете на обычный там профилактический осмотр, и что-то обнаружится, и вам будет предложение пролечиться. Либо кого-то из близких поведете на обычное обследование, либо, например, человек на что-то жалуется, в процессе осмотра выяснится, что есть какая-то патология, и будет предложение по лечению. Я просто вижу, что кто-то будет в больнице лежать. Значит, не пугайтесь, все нормально, это к лучшему. Случайно обнаружится недуг на каких-то начальных стадиях, еще, как знаете, в развитии, и будет прекрасная возможность избавиться раз и навсегда от этой болячки. Кому-то придется полежать в больнице, какой-то короткий промежуток времени, это не месяц, это меньше, чем месяц, может быть, 2 недели, там, максимум 3. Но человека вылечат, избавят от боли, избавят от каких-то неприятностей, которые грозили в будущем. Если вам будут предлагать госпитализацию, вы ничего не бойтесь, идите, бойтесь лучше отказаться. Вот. Потому что здесь вовремя будет оказана помощь, лечение и, как следствие, полное избавление от недуга, от неприятных моментов в жизни. Так, еще. Но это больше похоже на какой-то подарок судьбы, либо вы будете воспринимать эту ситуацию как подарок судьбы. Это ваша мечта, это ваше желание. Это то, чего вы очень-очень сильно хотите. И это то, чего вам, в принципе, невозможно сейчас добиться, получить. То есть как хрустальная мечта. Вы об этом думаете и понимаете, что нет, это не случится, либо этого не будет в моей жизни. Вот нет возможности, нет ресурса. Это то, чего очень хочется, но при этом есть понимание, что, скорее всего, этого не будет. Здесь именно как подарок идет свыше. Подарок, но он в левой стороне. То есть вам буквально вот со дня на день откроется возможность, либо откроется путь к осуществлению вашей мечты, вашего желания. Смотрите, как я вижу. Вы человек,
человек абсолютно бескорыстный, вы человек, который делает очень много хороших и добрых поступков. При этом вы никогда не ждете, чтобы вас благодарили, и вы никогда не акцентируете на свои поступки. То есть вы сделали добро и, грубо говоря, отпустили его. Отпустили, забыли, идете дальше по жизни. Вы даже не задумываетесь, что вы сделали хороший поступок, либо совершили доброе деяние. А вот высшие все видят и все считают. Поэтому смотрите, кому-то прям на голову ваша мечта упадет, вот как дар. На тебе за все хорошее, а кому-то откроется возможность к тому, чтобы осуществить свою мечту. Понятно, что вы все разные, понятно, что вы разным мечтаете, поэтому показали именно так. Ваша мечта либо прям в руки вам упадет, либо станет совсем рядом с вами, да, грубо говоря, протяни руку, и ты ухватишь. Идет какое-то безумное везение, и вот, как знаете, счастливая звезда над вами светит. Такое состояние. По крайней мере, вы так ощущать себя будете. Вы даже не представляете, насколько вы близко уже к своей вот этой хрустальной мечте. Хорошие дела всегда награждаются свыше. Вот чтобы вы знали и понимали. С вас ничего не спросят и не потребуют. Вы должны прежде всего оставаться самим собой, таким добрым, открытым и позитивным человеком. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.